Здравствуйте, дорогие мои ученики! Начинаем урок чтения. Пусть этот урок принесет нам радость, наполнит души прекрасными чувствами. Хорошего вам настроения и успехов! Доставайте свои книги для чтения. Готовы к уроку? Тогда вперед! Ребята, вы знаете, кто это? Да, это Иван Андреевич Крылов, великий русский баснописец. Вы, наверное, уже догадались, какая у нас тема. Тема Иван Андреевич Крылов и его басня «Стрекоза и муравей». На этом видеоуроке мы познакомимся с басней Крылова «Стрекоза и муравей». Будем работать с текстом басни, анализировать. Будем развивать умения выразительного чтения. А теперь вспомним, что такое басня. Басня – это небольшой рассказ в стихах поучительного характера. Главными героями являются звери, птицы, животные, предметы. Они обладают человеческими качествами и обычно умеют говорить. Иван Андреевич Крылов написал очень много басен, коротких стихотворных произведений. В них он под видом животных показывает людей, черты их характера, поступки. В баснях Крылов осуждает жестокость, глупость, жадность, лень и так далее. Басни Крылова написаны простым и выразительным языком. Многие выражения из его басен стали пословицами. Например, в басне «Лебедь, щука и рак», вы изучали ее в 5 классе, Крылов под видом животных осуждает людей, которые не умеют дружно работать. Стрекоза и муравей. Что вы знаете о них? Муравей маленький, черный, невзрачный. Его можно встретить летом около муравейника. Муравейник – это жилище муравьев. Они тащат в муравейник палочки, хвоинки, гусениц и так далее. Они очень трудолюбивы, они постоянно чем-то заняты, никогда не сидят без дела. А стрекоза, она красивая, изящная, с тонкими прозрачными крылышками и большими глазами. Она порхает с цветка на цветок. А сейчас, ребята, мы с вами будем читать басню Крылова «Стрекоза и муравей». Смотрите страницу 103. В этой басне Крылов осуждает легкомыслие и безделье. Попрыгуня стрекоза лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. Помертвело чисто поле, нет уж дней этих светлых более, как под каждым ей листком был готов и стол, и дом. Все прошло, зимой холодной нужда, голод настает, стрекоза уж не поет, и кому же в ум пойдет на желудок петь голодный? Злой тоской удручена, к муравью ползет она. Не оставь меня, кум милый, дай ты мне собраться с силой, и до вешних только дней прокорми и обогрей.
Кумушка, мне странно это. Доработала ли ты в лето? Говорит ей муравей. До того ль, голубчик, было в мягких муравах у нас песни, резвость всякий час, так что голову вскружила. А, так ты. Я без души лето целое все пела. Ты все пела? Это дело. Так поди же, попляши. Вот и мы познакомились с басней Крылова. Какие незнакомые слова и выражения встретились в басне? Попрыгуня – так называют тех людей, кто вертится, не сидит на месте спокойно. Тоқтоны албаған, бір жерге отыра албаған шайкелең. Зима катит в глаза. То есть зима наступает, қыш келіп келді. Помертвело поле. В поле прекратилась работа. Трава завяла. Талада теречелик тоқтоду. Злой тоской удручена. Сарсана болып қайғырып. Кум, родственник, жақын адам. Собраться с силой означает отдохнуть, күчкө толгуча. До вешних дней, до весны, до весенних дней, жазға чейін. В мягких муравах, в мягкой траве, жұмшақ чөпті. Резвость, шоқтық. Ребята, давайте ответим на вопросы вместе. Как провели лето стрекоза и муравей? Почему стрекоза приползла на зиму к муравью? Что ответил муравей? Да, стрекоза все лето только прыгала и пела, и совсем не работала. Очень быстро прошло лето, и пришла зима. Стало холодно, стрекозе негде жить, нечего кушать, а муравей много трудился, хорошо подготовился к зиме. Пришла стрекоза к муравью и стала просить взять ее к себе. Но муравей ей сказал: ты все пела, это дело, так поди же, попляши. А сейчас дайте характеристику героям басни. Какой муравей, а стрекоза какая? Муравей, он очень трудолюбивый, сильный, целеустремленный, ответственный, заботливый, старательный. А стрекоза, она беззаботная, веселая, легкомысленная, ленивая, безответственная и ветреная. Обратите внимание, как муравей и стрекоза называют друг друга. Кумушка, голубчик. Так раньше говорили в народе. Теперь так говорят, когда шутят. Ты все пела? Это дело. Так поди же попляши. В этих словах заключена основная мораль басни. Не хочешь зимой мерзнуть и голодать, работай летом. Сделал дело, гуляй смело. Труд человека кормит, а лень портит. Как вы понимаете значение этих пословиц? Пословица «сделал дело, гуляй смело» означает, что сначала нужно закончить работу, потом можешь веселиться спокойно и отдыхать, не думая о деле. А в пословице «труд человека кормит, а лень портит»
Имеется в виду, что если человек будет трудиться и работать, он может зарабатывать себе на жизнь и кормится этим, а лень мешает человеку работать и этим портит человека. А какой урок вы извлекли из этой басни? Надо уметь не только веселиться, но и трудиться. Будьте как муравьи, любите труд. А сейчас у нас речевая зарядка. Прочитайте скороговорку разными способами. Чтение с удивлением. Ландыши нашла в рвал, Ларе ландыши давал. Лара ландыши брала, рада ландышам была. А теперь с грустной интонацией. Ландыши нашла в рвал, Ларе ландыши давал, Лара ландыши брала, рада ландышам была. А теперь с веселой интонацией. Ландыши нашла в рвал, Ларе ландыши давал, Лара ландыши брала, рада ландышам была. Молодцы, ребята, выучите скороговорку. А сейчас домашнее задание. Выразительное чтение басни наизусть. Нарисовать рисунок к басне по желанию. Вот настал момент прощания, будет краткая наша речь. Говорим мы до свидания, до счастливых новых встреч.